Ребята, всем привет! Сегодня у меня маленький помощник и особенный выпуск сегодня будет. Сегодня будет большая распаковка одной посылки. Она пришла из побережья Черного моря с города Севастополь. Покажи-ка, Артём. Поставь сюда. Тяжелые. Посылку отправил мой подписчик Овчинников Александр Михайлович. Большой привет тебе, Александр. И сейчас начинаем распаковку. Посылка шла около месяца. Обошла почти полземли. И благополучно доехала к нам на север, в Якутию. Кстати, вот про этот нож ребята спрашивали в комментариях. Можете заказать такой якутский ножик. Ссылки будет в описании. Посылка весит 7 килограмм. Я не знаю, что это. Александр сказал, что это будет сюрпризом. Артем, ты знаешь, где Севастополь? Около Крыма, на берегу Черного моря. Крым это полу. Кажется, мы дошли. Ого. Так, Крымская газета. Почитаем. Ну, начнем, наверное, вот с этой обертки. Вот такая сувенирная тарелочка. Севастополь. Вот такая тарелочка. Сразу поставлю на самое видное место. Так. Вторая обертка. Памятник затопленным кораблям Севастополя. Вот такой сувенир на стену. Ну-ка, открой картину. Вот очередная маленькая коробочка. Копеечки. Монетки. Монетки? Монетки. Наверное, 10-рублевые монетки. Сзади эмблема Крыма, эмблема Феодосия. И вот такая еще монета. Город Севастополь. И еще здесь есть купюра 100-рублевая с городом Севастополь. Это начало коллекции, ребята. Первые монетки про Севастополь и Крым. И вот такая тоже кружечка с ложкой. О, отлично. Как тебе кружка? О, вот, наверное, тебе сладости, Артем. Крымские сладости. Вот такой. Восточный букет называется. Рахат лукум. Халва. Восточный букет тоже. Короче, вот такая вкусняшка. Потом попробуешь, Артем, если честно. Гранат.
Сладости Крыма. Наверное, мы... Сладости Крыма. Ага, целых 3 коробки. Целых 3 коробки. О, Ничего себе. Так. Еще мгм. эксклюзивный травяной набор Крыма. Подарок магнит. Чай с магнитиком. Их у нас тоже 3 штуки. Будем пить чай с сладостями. Вот такой селебный чай, оказывается. Вот по отдельности все. По маленьким коробочкам. Сколько? Интересно. Специи. Набор специй. Тут 2 штуки. Для шашлыка, для курицы, для стейка, для рыбы, для морепродуктов. О, отлично. У нас вот таких специй нету в магазине. Это для нас очень редкие такие вещи. Магнитик. С Севастополя. Магнитик. Мгм. Магнитик Севастополь. О, у вас стандарт. Еще один магнит. А тут магнитики. Магнит. Вот такой магнитик Севастополь. И еще один. Еще один. Ой, еще. Магнитик про Крымский мост. Может, когда-нибудь Северный Патрик проедет по этому мосту. И еще один магнит. Тоже еще магнитик про Севастополь город. Дай-ка, Артемка, налепи-ка магнитики. 1, 2, 3, Там 4. Кендер. 5. Еще есть 2 банки целости, сохранности, прибыли. Это у нас варенье крымская роза и вот мед крымский. И у нас осталась вот такая сладость тоже. Нет, Да. это приправа. А, вот такая приправа еще. Спасибо. И вот такая соль. Соль Болотова, розовая, крымская, крупная. Будем использовать для засолки нашей северной рыбы. Вот такие вот подарки мы сегодня получили из Севастополя. Город Севастополь, оказывается, от меня ровно 10 тысяч километров находится от меня. Севастополь — это город-герой, Артем. Она участвовала в Великой Отечественной войне во второй. Обязательно почитай об этом, понял? Мгм. Еще раз спасибо, Александр, за вот такое чудо для нас. Александр просил передать большой привет городу Севастополю и городу Аксай Ростовской области. Большое спасибо Александру и Ангелине вот за вот такое чудо. Желаю здоровья вам и вашим близким. Когда-нибудь, если мы поедем в Крым, обязательно мы с вами встретимся. Это наша мечта. Часть подарков я, конечно, передам своему отцу, своим родителям. Он тоже будет очень рад этому. А ты хочешь попробовать Мгм. мармеладку? Давай. Выбирай, какую хочешь. Вот это. Давай-ка. Вкусно. Вкуснее, чем рыба и мясо, которые мы каждый день употребляем. Спасибо, Александр, за эти подарки и здоровья вам.
Попробуй-ка эти, Артёмка. Это варенье из розы и мед, кажется, натуральный. Что за вкус? Ты когда-нибудь пробовал вот такой вкус? Знакомый? Нет. Очень интересный. Да, специфический сладковато-кислый вкус. У нас на севере только из лесных ягод у нас варенье делаем. А вот такие цветочные я не пробовал. Это мед попробовал? Мед тоже цветочный, вкусный, сладкий. А это, оказывается, не мармеладки. Я только про мармеладки знаю. Рахат лукум называется. Ассорти из фруктов свежих, сушеных. Попробуй. Ты в прошлый раз какой попробовал? Зеленый? Зеленый, А сейчас? красный. Вот, наверное, у тебя что-то слипнется сегодня. М? Я сегодня уже перебрал сладкого. Еще не ладно. Вкусно. Что за вкус был? Фруктовый какой-то или ягод? Фруктовый. Попробуй еще, Артёмка. Мармеладка. Теперь я расскажу вам анонс, что вы увидите или хотите увидеть в ближайшие дни. В марте, может, в апреле продолжим. У меня примерно вот такой репертуар. Пришел заказ с Китая. Такая балка на крышу. Будет обзорчик обязательно. Заказал еще для УАЗа Патриот ручки, чтобы мягко открывалась дверь. Тоже будет обзор. Получил долгожданные хабы. Поставим, потестим. Дальше меня ждет большой ремонт переднего моста. Ну, не ремонт, а, так скажем, телообслуживание. Поменяем пыльники и еще поставим усиленную саффу. Дальше покажу про подсветку в багажнике. У нас будет. Было у меня видео про магнитолу большую. И на эту магнитолу я заказывал кан, чтобы рулевые кнопки сработали. Вот про это тоже будет обзорчик. Далее весной в апреле, наверное, начну делать, когда у нас потеплеет, силовые пороги сбоку. Сегодня у нас утром было минус 50, хотя и второй день весны. Еще хочу заказать комплект литья дисков на 16 для летней резины. Ну, для зимней я сейчас езжу как бы на летней, и скоро у меня будет переобувка. Скоро у нас будет гололед. Зимой у нас гололеда не было, поэтому я не стал переобуваться на зимнюю резину. Сейчас будет гололед, поэтому весной мы поедем в город Якутск на каникулы, когда у нас будут каникулы. И там уже нужна будет зимняя резина. Вот так вкратце. По этому поводу пишите комментарии, какое видео сначала хотите увидеть. Ну и на ближайшее время вот такой репертуар у нас будет на канале. Это у нас про машину конкретно, про УАЗ Патриот будет. Ну и как получится, мы тоже вкратце будем рассказывать про нашу северную жизнь. А еще у меня есть идея создать второй канал, открыть, типа Северный Патрик Лайт. И туда сбрасывать вот те видосы, которые не попали в эфир. Типа как режиссерская версия. Будут анонсы всякие. О том, о сём.
можно короткие видосы вот такие делать, а то основной канал, чтобы основной канал не забивался вот хламом. А что вы думаете насчет этого? Пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Если видос вам понравился, что надо сделать, Артем? Надо поставить лайк и подписаться на канал. Вот, так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Скоро у нас обязательно будут выходить видосы. Пока у нас на улице холодно все еще, зима никак не хочет уходить от нас. Ждем весны. Наверное, у вас уже трава зеленая скоро вырастет, а у нас снег только прибавляется. В гараже нужно топить много дров, поэтому не каждый день я топлю гараж свой, экономлю, так сказать. Ну и по работе вот времени не хватает, чтобы возиться с машиной. Всем пока. Всем пока! Пока, ребят.